Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о трагедии в Челнах. Очень благополучная семья была. Очень жаль, конечно, что так случилось. Дети, проснувшись утром, обнаружили бездыханные тела своих родителей. Покажем крупный пожар на автомойке. И почему за машины волновались владельцы гаражей. А также грузовой поезд протаранил иномарку на переезде в поселке Левченко. Яркое солнце было, и не услышала, у меня же окна закрыты. Женщина-водитель Сузуки чудом не пострадала. Это и не только. Прямо сейчас. Проснувшись сегодня утром, дети обнаружили бездыханные тела своих родителей. Трагедия произошла в Набережных Челнах в одном из домов 21-го комплекса Замелекесья. По предварительной информации, мужчина сначала убил супругу, а затем наложил на себя руки. Вероника Гайнудинова с подробностями. Скорую и полицию вызвал старший, 10-летний мальчик. Проснувшись утром с братом, он на 3 года младше, увидели страшную картину. В спальне бездыханное тело матери. Ей было 35 лет. В коридоре отца, ему 43. Соседи называют семью благополучной. Он работал таксистом, она бухгалтером. Никто не слышал, чтобы они ругались. Тишина была и минувшей ночью. Очень благополучная семья была. Очень жаль, конечно, что так случилось. Для нас это шок было. Нас не было дома. Вот с утра только мы слышали, позвонили, сказали, что они умерли. По предварительной информации следователей, мужчина сперва задушил жену подушкой, а затем наложил руки и на себя. По предварительным данным, причиной убийства могло послужить то обстоятельство, что женщина собиралась развестись со своим супругом. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Все обстоятельства случившегося выясняются. Дети пока переданы брату убитой женщины. Вероника Гайнудинова. Вызов 112. Ночью в Челнах убили еще одного человека. В квартире одного из домов в 17-м комплексе Автограда полицейские обнаружили тело 37-летнего мужчины. По подозрению в убийстве задержана его 43-летняя сожительница. Следствием установлено, что в ходе распития спиртных напитков сожители поругались, после чего женщина ударила мужчину ножом в грудь. В дальнейшем ее дети вызвали на место экстренной службы, однако мужчина скончался до прибытия медиков. Двухэтажное здание, где расположена автомойка и офис таксомоторной компании, загорелось сегодня днем на улице Адарадского. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Люди не пострадали, они успели выбежать из горящего помещения. Айрат Назипов был на месте происшествия одним из первых. Пожар вспыхнул в 14:25 в двухэтажном здании, стоящем вплотную к многоэтажному гаражному комплексу. На первом этаже там работала автомойка, на втором располагался офис одной из таксомоторных компаний. Именно там, как утверждают очевидцы, и был очаг возгорания. В этот момент там никого не было. Люди находились только на мойке. Там 2 человека были, они вышли. А как вы думаете, с чем может пожар такой? Без понятия. Газа у нас нет, скорее всего, может быть, проводка. Не поджог, ничего такого? Нет. Работники автомойки первыми узнали о возгорании. В пожарную охрану звонили и они, и многочисленные очевидцы. Густой черный дым к тому моменту уже вовсю валил из окон. У вас там машины были какие-то или нет? Там была машина. Но ее успели отогнать? То есть там никто не пострадал? С пламенем боролись 32 человека и 14 единиц техники. Огонь успел распространиться на 150 квадратных метров. На данный момент пожарные пытаются справиться с огнем, однако многие местные жители боятся своей машины, которая находится в соседнем гаражном комплексе. Они могут пострадать от высокой температуры и копоти. Пожарным потребовалось больше часа, чтобы ликвидировать открытое горение. Причиненный ущерб, как и причину произошедшего, еще только предстоит установить. Айрат Назипов, Наиля Абдуллина, вызов 112. 15-летний подросток, управлявший «Ладой» 9-й модели, стал причиной крупной аварии на улице Арбузова в вечерний час пик. По словам очевидцев, он ехал в сторону проспекта Победы, и когда перед ним резко затормозила машина, водитель не смог справиться с управлением. «Лада» начала вилять по дороге и задела попутный Nissan Qashqai. От удара «девятка» вылетела с дороги и едва не перегородила трамвайные пути. Малолетний водитель отечественной легковушки разъезжал по городу без номеров. Как установили автоинспекторы, этот автомобиль вообще не стоит на учете в ГИБДД.
водителя. Не исключено, что машину купил сам подросток, но переоценил свои навыки вождения. Теперь эта поездка может обернуться для него и его родителей значительными неприятностями. К тому же затраты на ремонт водитель иномарки, вероятно, будет взыскивать как раз с них. Иномарку сегодня утром снес грузовой поезд на железнодорожном переезде в поселке Левченко. По предварительным выводам, женщина, сидящая за рулем Сузуки, не пропустила тепловоз, несмотря на работающую световую и звуковую сигнализацию. Чудом автоледи не пострадала. Нафиса Минязова о причинах и последствиях. Не заметила. Яркое солнце было и не услышала, у меня же окна закрыты. Но не увидела, не услышала. Ехал-то тихонько. Она не пострадала лишь чудом. Автоледи сильно повезло. Основная сила удара пришлась на правую сторону иномарки, где никого не было. По предварительным данным, аварию спровоцировала женщина, управлявшая легковушкой. Она выехала на железнодорожный переезд, не пропустив при этом тепловоз. Сам переезд не оборудован шлагбаумом и механизмом, перегораживающим проезд. Однако здесь установлен светофор и работает звуковая сигнализация. Имеются повреждения, но повреждения железа – это не самое главное. Создалась угроза безопасности жизни и здоровья людей, водителей. И также водителям необходимо помнить, при выезде на железнодорожный переезд нужно соблюдать особую бдительность, так как создается угроза здоровью не только самого водителя, но и пассажиров. В результате аварии движение поездов было парализовано. Чтобы его восстановить и убрать машину с путей, пришлось задействовать тяжелую технику. Железнодорожные пути ведут к грузовой станции «Химическая», то есть подача осуществлялась на станцию подъездного пути. Поэтому, если будет предъявлен ущерб за несвоевременную подачу вагонов железнодорожной станции «Химическая» ОРЖД, то, соответственно, и ОРЖД будет вынужден предъявить ущерб водителю автотранспортного средства. Но помимо этого, в результате аварии был причинен ущерб и самой железной дороге, и тепловозу. Сумму еще будет подсчитывать специальная комиссия. Нафиса Минязова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин. Вызов 112. Сегодня сотрудники ГИБДД обращали повышенное внимание на соблюдение правил перевозки детей в автомобилях. Как выяснила Елена Саляхова, некоторые водители их просто не знают, а многие, кто знает, не соблюдают, при этом понимая последствия. Ну, мы всегда пристегиваем, да. Просто у нее ключица сломана. Она перебинтована, ей никак руку не пристегнешь. В этом случае водитель избежал наказания. Объяснил, что всегда соблюдает правила и пристегивает ребенка в детском кресле. Сегодня вынужденное исключение. Но есть и те, кто правила не знает. Им заботу о безопасности юного поколения автоинспекторы прививали самым доходчивым способом. На заднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства, а именно пристегнув ремнем безопасности, вы имеете право перевозить только уже с 7-летнего возраста на заднем пассажире. На переднем до 12. На переднем до 12. Прочитайте, пожалуйста, пункт 22.9. В настоящее время будет составлен административный материал по части 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административном правонарушении. Административная ответственность предусматривает штраф 3000 рублей. А вы не знали, что ли, про это? А мы что думаем, до 7 лет? Некоторые родители, вопреки правилам движения и безопасности, вообще перевозят детей без удерживающих устройств или держат их на руках во время езды. Это чревато печальными последствиями. 2 месяца назад на дороге набережной Челны-Сарманова при столкновении Део и Лада Гранта в отечественной машине погиб 4-месячный младенец. Мать как раз везла его на руках. Других правил движения водитель Лады не нарушал. На встречную полосу, как установили автоинспекторы, выехала иномарка. Со вчерашнего дня в Республике Татарстан и в частности в городе Казани начались весенние каникулы. В рамках весенних каникул сотрудниками госавтоинспекции будут проводиться рейды по выявлению водителей, которые нарушают правила перевозки детей. Данная статья грозит штрафом в размере 3000 рублей. Но я думаю, что помимо штрафа самое ценное – это наши дети. Призываем водителей перевозить своих детей в детских удерживающих устройствах. За 2 месяца с начала этого года автоинспекторы выявили в Татарстане свыше 2000 нарушений правил перевозки юных пассажиров. За это время на дорогах республики произошла 61 авария с участием детей. 4 ребенка погибли, 63 получили ранения. Елена Саляхова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.